Слово предоставляется исполняющему обязанности президента Киргизской республики Таланту Турду Маматовичу Мамытову. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые главы делегации и участники сессии. Сегодняшняя сессия проходит непростое для всех нас время. Пандемия коронавирусной инфекции, став основной проблемой для человечества, крайне неблагоприятно сказалась на всей системе мироустройства, в том числе мировой экономики и торговли. Отсюда и все негативные последствия социального и гуманитарного характера, и прежде всего для развивающихся стран, к которым относится и Кыргызская республика. Об этом нужно открыто и прямо сказать. Вместе с тем, несмотря на все трудности, Кыргызстан с честью выполняет принятые на себя обязательства в рамках ОДКБ. Всецело поддерживает идею и инициативы, направленные на обеспечение региональной и международной безопасности и укрепление потенциала организации в целом. Пользуясь случаем, хотел бы остановиться на общественно-политической ситуации, которая сложилась сегодня в нашей стране. Считаю, что немаловажным фактором в контексте развития ОДКБ, учитывая, что главной задачей организации является сохранение и поддержание стабильности на пространстве ее государств-членов, в том числе и в странах Центральной Азии. Не вдаваясь в подробности прошедших событий, об этом мои коллеги, думаю, осведомлены на достаточном уровне, хотелось бы отметить, что сегодня самым важным для нас является взятый курс на выполнение тех требований народа и устранение тех ошибок, которые были допущены в ходе выборов в парламент страны 4 сентября 2020 года. В настоящее время общественно-политическая ситуация в Кыргызстане нормализована. Кыргызская республика остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двухсторонних и многосторонних международных договоров. Органы государственной власти продолжают работать в штатном режиме. Кроме того, 10 января 2021 года пройдут выборы президента Кыргызской республики. В этой связи хотел бы заверить вас, уважаемые коллеги, что органами власти будут приложены все усилия для проведения честных и конкурентных выборов. Считаю, что это очень важный шаг для дальнейшей стабилизации ситуации в стране. В этом ключе особо хотел бы отметить принципиальную позицию глав государств-членов ОДКБ во время событий 5-6 октября текущего года в Кыргызстане и выразить глубокую благодарность за понимание ситуации и поддержку в трудную для страны время. Уважаемые участники сессии, сегодня мы должны открыто признать, мир становится другим. Противоречия в мировой экономике обострили и без того сложные социальные проблемы человечества. Глобализация и развитие новейших технологических процессов вместе с тем породили огромные проблемы в экологии, нерациональном использовании природных ресурсов планеты. Бедность и безработица становятся настоящим бичем для развивающихся экономик. В связи с этим социально-политическая нестабильность в отдельных уголках мира создает реальную угрозу для всей системы мировой безопасности. Однозначно одно: мир сегодня нуждается в новых подходах и принципах действия. Все эти факторы мирового развития как никогда требуют от государств-членов ОДКБ согласованных и коллективных действий. Сегодня ОДКБ обладает реальными возможностями для решения задач по обеспечению региональной и глобальной безопасности. В этом плане хотел бы подчеркнуть особую роль Российской Федерации в ОДКБ, а именно в стабилизации ситуации не только на Кавказе, но и в других сложных регионах. В целом считаю, что председательство и самое главное действие Российской Федерации в 2020 году во многом укрепили ОДКБ и предопределили дальнейшие пути ее развития. Уважаемые участники сессии, текущий 2020 год особенный для наших стран. В уходящем году мы вместе отметили 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне.
должен особо отметить, что именно эта победа объединила наши народы и указала путь вперед. Понеся огромные человеческие и материальные потери в той страшной войне, именно наши народы сегодня знают цену дружбе, взаимовыручке и единству. Свидетельством тому является взаимодействие наших стран в рамках ОДКБ и других авторитетных организаций. Общая история, высокий союзнический дух и взаимная поддержка – главные составляющие организации договора о коллективной безопасности. В заключение, пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву и другим нашим партнерам за регулярную поддержку Кыргызской Республики в борьбе с последствиями распространения коронавирусной инфекции. Результаты нашей совместной работы показывают, что только вместе можно преодолеть это сегодняшнее тяжелое испытание. Так было всегда, так будет и впредь. Желаю всем участникам сессии УДКБ здоровья и успехов в работе. Спасибо большое.